Приветствую вас, друзья! Как и обещал, хочу представить на суд общественности свое расследование по открытым источникам сбитого самолета азербайджанских авиалиний 25 декабря 2024 года. Сразу после того, как в новостных лентах прошла информация, по всем признакам косвенным было понятно, что за этим стоят российские спецслужбы. Единственное, что было непонятно, и в этом у меня возникли сомнения, это был мотив. Мне казалось, это месть Турции со стороны России. Но после того, как Ильхам Алиев и Никола Пашинян прилетели в Вашингтон и при посредничестве Дональда Трампа заключили мирный договор, или же меморандум, договор о намерениях, и договорились о том, что на 99 лет на Кавказ придут Соединенные Штаты, где будут контролировать Зангезурский коридор, так называемый коридор Трампа. Стало очевидно, в чем причина, мотив вот этих действий. Давайте я подробно вам расскажу, как я это вижу, а затем я вам расскажу и про тот самый мотив. 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines Азал, выполнявший рейс G2-8243 из Баку в город Грозный, ныне оккупированный Джохар, потерпел крушение близ города Актау в Казахстане, перелетев через Каспийское море. Он упал на территории Актау. На борту находилось 67 человек, из которых 38 погибли, а 29 выжили. Официально российские источники поначалу пытались объяснить катастрофу столкновением с птицами, взрывом кислородного баллона. Однако многочисленные свидетельства, включая фото и видео обломков, указывают на поражение самолета российской системой ПВО, предположительно Панцирь-С. Анализ имеющейся информации и версий независимой группы расследователей позволяет утверждать, самолет был намеренно сбит российской ПВО. Крушение, вероятно, стало частью операции ФСБ, направленной на создание на Кавказе нового сектора Газа, исламистского гетто из временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия и российских провинций Ингушетии и Дагестана. Цель этой операции – дестабилизировать район, стравить чеченские и азербайджанские народы для противостояния влиянию США на Кавказе. Такое уже было. И за этой операцией, скорее всего, снова стоит русский Фредди Крюгер Николай Патрушев. Этот человек испытывает какую-то лютую ненависть к чеченскому народу. И именно он тогда, в 1999 году, фактически взял ответственность на себя за взрывы домов, которые прогремели тогда по городам России. И когда в Рязани были задержаны его сотрудники ФСБ, он, нисколько не стыдясь, заявил, что это были учения после 4 взорванных уже домов и убитых 307 граждан и тысячи где-то раненых людей. Что это были учения, и не было мешка взрывчатки, а там был сахар. Ну, давайте вернемся к доказательствам и анализу атаки. Факты крушения и роль российского ПВО. Источники Euronews, Reuters, Калибр.АЗ сообщает, самолет был поражен ракетой класса Земля-воздух из ЗРК Панцирь-С, работающего при отражении мифической атаки дронов. На обломках видны пробоины от осколков зенитной ракеты. Российские средства РЭП подавили связь самолета. Перед этим экипажу было отказано в посадке в Грозном, Махачкале и в Минеральных водах. Вынужденный маршрут через Каспий завершился подбитым уже самолета крушением у Актау. Выжившие пассажиры сообщили о внешних взрывах и ранениях от осколков, что полностью исключает версию о птицах или кислородном баллоне.
а также несколько пассажиров получили ранения шрапнелью. Отсутствие атаки дронов. Официальные заявления о нападении украинских дронов на Грозный и Владикавказ не подтверждены ни фото, ни видео. Украина не заявляла о каких-либо атаках на Кавказ в тот день. Это указывает на инсценировку для прикрытия работы ПВО по гражданскому самолету. Также прозвучало признание российского военного. Летом 2025 года в СМИ появились публикации «Киев Independent», «Эспрессо», «The Sun», где фигурирует российский капитан ПВО Дмитрий Полодичук, командир расчета комплекса «Панцирь С-1» в районе Грозного. Он дал письменные пояснения и был зафиксирован на аудиозаписи, где звучат его команды «Огонь», «Промах», «Огонь снова», после чего подтверждается попадание по цели. По его словам, приказ на открытие огня поступил по телефону, и координаты цели совпадали с положением рейса G2-8243. Характеристики скорости и высоты цели соответствовали пассажирскому самолету, а не беспилотнику. Эти данные напрямую указывают на то, что решение о поражении воздушного судна было сознательным и согласованным. Роль авиадиспетчеров тоже играет огромную роль в этом деле. Запрет на посадку в Грозном, Махачкале и Минеральных водах исходил от российских диспетчеров, находящихся под контролем ФСБ. Цель заключалась в том, чтобы сбить самолет и скрыть работу своей ПВО. Вероятно, расчет строился на том, что самолет упадет на территории России либо на сушу, либо в море. Как мы знаем, после того, как был сбит самолет первого лица президента Польши Качинского, до сих пор обломки этого самолета поляки не получили. То же самое произошло бы и с азербайджанцами. Информационная кампания тоже очень важная составляющая. Сразу после катастрофы, когда еще только-только все произошло, в соцсетях появились сообщения, имитирующие взаимные обвинения азербайджанцев и чеченцев. Прокремлевские телеграм-каналы запустили версию о чеченской якобы ПВО, хотя система ПВО полностью находится в руках России, в руках российских оккупационных военных на территории Чеченской Республики Ичкерия. Здесь интересен исторический и геополитический контекст. Азербайджан поддерживал чеченцев во время войн с Россией, предоставляя убежище беженцам. Чеченцы-добровольцы, чеченцы-ветераны лечились и находили уют в Украине, в Азербайджане. И в Украине тоже, кстати говоря. Чеченские добровольцы воевали за Азербайджан в Карабахской войне. Зангезурский коридор, который теперь нам всем уже известен, усиливает позиции США и Турции, что угрожает интересам России и Ирана. В Джохаре, бывшем городе Грозном, в городе Джохаре, возводятся на данный момент дома для переселяемых беженцев из Газы, что подтверждает план по созданию управляемого исламистского анклава. Местные жители отмечают рост числа приезжих, внешних похожих на арабов и иранцев, говорящих сносно по-русски, на русском языке. Политические последствия после этих событий, после сбития самолета, Азербайджан жестко отреагировал. Президент Алиев и депутат Мусабеков потребовали от России извинений, наказания виновных и компенсаций. 28 декабря Путин принес извинения за трагический инцидент, но не признал вины России. Азербайджан Airlines приостановила полеты в России. Ряд других авиакомпаний последовали ее примеру. Крушение рейса Азал не было случайностью, как только что, мне кажется, убедительно я вам рассказал. Это спланированная операция ФСБ в рамках проекта исламистского гетто по аналогии с сектором Газа в Палестине. Жителей Газы бросили под бомбы
а боевиков и их семьи, поджигателей войны против Израиля, экстренно вывозят под видом беженцев на Кавказ. В чеченской столице для них в ускоренном порядке возводятся дома в новом районе, названном именем палача чеченского народа Путина. За все время российской оккупации Чечении в таком масштабе жилье для чеченцев никогда не строилось. Сбитие самолета стало частью этой стратегии дестабилизации, направленной на разжигание вражды между азербайджанцами и чеченцами. Для блокировки Зангезурского коридора и сдерживания влияния США и их союзников в регионе. А теперь я хотел бы вам вкратце рассказать о плане исламистской гетто на Кавказе. План предусматривает дестабилизацию региона через теракты и провокации со стороны России на границах с Азербайджаном и, вероятно, с Грузией, по аналогии с атаками из сектора Газа против Израиля. Главная цель – Зангезурский коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеванью. Одновременно предполагается создание квазиреспублик по образцу так называемых ДНР и ЛНР уже на территории Азербайджана, возможно и на территории Дагестана и Азербайджана, где проживают компактные лезгины. Разжигание конфликтов между народами Кавказа, прежде всего между азербайджанцами и чеченцами, несмотря на нашу историческую солидарность, как я уже сказал ранее, во время русско-чеченских войн, прием чеченских беженцев, лечение раненых бойцов, участие чеченских добровольцев, включая Шамиля Басаева, на стороне Азербайджана в Карабахской войне. Формирование образа исламской угрозы у международного сообщества как предлога для реализации плана окончательного решения чеченского вопроса, изгнания из своей страны и физического уничтожения чеченского народа. Это должно позволить России, лично Путину и Патрушеву, и другим головорезам и убийцам уйти от ответственности за военные преступления и геноцид, совершенный ими в ходе двух последних русско-чеченских войн. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 25 августа 2025 года.